الله أكبر الله أكبر. Если слушать будете, то сядьте поближе, пожалуйста. Әдәпліктен булыр. Грех 63. Ат-тияра. Это верить в приметы. Верить в приметы. Аллах Субханаху ва Тааля дал причины нам, то есть установил результаты и установил причины, приводящие к этим результатам. Однако иногда люди сами измышляют эти причины, думая, что они приведут к каким-то результатам. И одно из них – это вера в приметы. Вера в приметы. И во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было такое, что прежде чем сделать что-то, совершить что-то, выпускали птицу. Если она в полете своем отклонялась направо, то значит будет удачной, говорили. Если влево, то говорили, что будет неудачной. И вот отсюда взято тияра, то есть от гадания по полету птиц. И все, что к этому относится. Все, что к этому относится. И обычно это бывает к плохому. Обычно приметы бывают к плохому. И, как приходит от Абдулла ибн Мас'уда, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-тиярату ширкун». Ат-тияра, вот это вера в приметы, это ширк, говорит. Если человек думает, что вот эти причины сами по себе приводят к этому результату, то это даже может быть большим ширком. Если же думать, что Аллах установил, то Аллах такого не устанавливал. Аллах не устанавливал, поэтому это малый ширк. Однако Аллах прощает человека, если он совершит таваккуль. То есть, когда происходит примета, то есть те события, которые связаны с приметой, в сердце человека заходит что-то, и он начинает бояться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если в это время он продолжит, уповая на Аллаха, то Аллах вот эту боязнь простит его. И именно вот это и называют, как имам Захаби тут сказал в начале, 63-й грех ат-тияра, и, возможно, оно небольшим является грехом. Небольшим грехом это вот когда человек, прежде чем что-то совершить, если в его сердце заходит, вот это именно небольшой грех. А когда человек именно уповает на эту примету, то это уже входит в число больших грехов. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тияра ва ухиббуль фа'ль». Не верьте в приметы, однако мне нравится оптимизм, сказал. Фа'ль или тафауль. Мне нравится видеть в вещах хорошее. Или мне нравится оптимизм. И у него спросили у посланника Аллаха: а что такое тафауль? И он сказал: аль-калимату тайиба, хорошее слово. И вот насчет этого хотел как раз сегодня больше этому посвятить, потому что то, что вера в приметах, насчет этого очень много говорится. В наше время очень много всяких, и раньше это было, и сейчас это происходит, просто сейчас это все освещается СМИ, и больше мы слышим об этом. Происходят очень тяжелые вещи, войны, болезни, всякие приходят нам тяжелые, грустные новости. И это вводит в наше сердце скорбь, печаль. И у нас пессимизм появляется. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как видим, сказал: я люблю оптимизм, сказал. И поэтому мусульмане нуждаются в тех людях, которые будут вкладывать в сердца людей надежду и оптимизм. Вот многие мусульмане вместо того, чтобы оптимизм и надежду вселять в сердца людей, вселяют именно
скорбь, печаль и пессимизм. А Аллах Субханаху ва Тааля, наоборот, нам дает много чего для оптимизма. И пророк, вот мы пройдем некоторые истории из жизни пророка, из жизни сподвижников, из жизни ученых, какими они были оптимистами. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Юридуна ан ютфиу нураллахи би афвахихим». Если вы думаете, что вот религия исчезнет, то не забывайте слова Аллаха в суре Таубе, 32 аят. Они хотят погасить свет Аллаха би афвахихим, своими словами. «Ваябаллаху илля айютимма нуруху». А Аллах хочет продолжить свой свет. «Валяу карихаль кафирун», даже если этого не желают неверующие. То есть, все равно будет то, что захочет Аллах, а не то, что хотят люди. И это дает нам оптимизм. Когда в Ухуде умерло 70 сподвижников, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сломал свой зуб, и у него была поранена его щека, мунафики начали кричать: «Все, мы погибли». То есть пессимизм начали в сердца мусульман вводить. Однако Аллах Субханаху ва Тааля что говорит в это время? «Валя тахину», не отчаивайтесь, «Валя тахзану», и не печальтесь, «Ва антум а'ляуна», вы выше, «Ин кунтум му'минин», если вы верующие. Если к вам приходит боль, то и к ним приходит боль. Им тоже приходит боль, у них тоже кто-то умер, им тоже болезни приходят. Подобно этому. «Ватилькаль айяму нудауилюха байна нас». А эти дни являются том, что мы передаем от одного человека к другому человеку. То есть законом Аллаха в этой жизни является то, что никогда не будет что-то находиться в одном положении. Если есть радость, значит придет печаль. Если есть печаль, значит придет радость. И это говорит, это дни нудауилюха байна нас. Вот эти дни, которые мы проживаем в этой жизни, Аллах Субхану Тааля вот так переставляет. Когда-то печаль, когда-то скорбь, когда-то победа, когда-то это. Поэтому не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, Аллах Субханаху Тааля говорит. И когда, говорит, отчаялись посланники, и то, что в это время пришло к ним наша помощь, говорит. И печаль, оно подобно пению. И пена, которая появляется после того, как дождь прошелся, оно, говорит, исчезает, а то, что помогает людям, то остается на земле. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, этот хадис приводится в Мусаннифе Аби Шейба: если вы посылаете ко мне посланника, говорил сподвижникам, то посылайте человека, который будет с хорошим лицом и с хорошим именем, чтобы люди видели в этом оптимизм, и чтобы люди нечаянно не совершили вот это, то, что связано с приметами, не ввело в их сердце пессимизм из-за того, что этот человек плохо выглядит, на нем плохая одежда, например, и у него некрасивое имя. Чтобы в сердца людей не зашел вот этот ширк, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: посылайте ко мне людей с хорошим лицом и хорошим именем. Также, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был около Мекки, и курайшиты должны были отправить человека, чтобы заключить договор, они послали человека по имени Сухайль ибн Амр. Сухайль — это как бы легкий. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнал этого человека, сказал: Аллах облегчил вам. Аллах облегчил вам. То есть оптимизм увидел в этом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил это. Любил, когда выходит куда-то в сафар, и слышать красивые слова. То есть искал везде, где бы найти оптимизм. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому, когда переехал в Медину, а Медина называлась Ясриб. Ясриб — это ругать, порицать от слова. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому сразу его переименовал в Таиба, благое, чтобы люди находили в этом городе оптимизм именно. Поэтому дал сразу красивое имя.
Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил находить оптимизм в своих снах. Однажды он часто после утреннего намаза разговаривал с подвижниками о своих снах и спрашивал, какие сны вы видите, и давал толкование им. И однажды Абу Бакр даже попытался дать толкование, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это ты правильно сделал толкование, а это неправильно. И он говорит: «Ра'айту зата лейлатин фима яра наим каанна фи дари Укба ибн Рафи». Я, говорит, видел во сне то, что я нахожусь в доме Укба, сына Рафиа. И нам принесли финики ибн Таба. Таба, значит, стал благим. То есть это один из сортов фиников. И мне, говорит, вот этот сорт фиников принесли. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, расшифровал этот сон, растолковал этот сон человека, и говорит, он растолковал так, говорит: «Ар-риф'a ляна фид дунья». Нам будет высокое положение в этом мире, и за нами будет слово в ахирате, и то, что наша религия является благой. Как это он так растолковал? Потому что он находился в доме Укба. Укба, похожее слово с акиба. Акиба — последствия. Он сын Рафиа. Рафиа — это значит высокий. И он то, что находился в этом доме, и таким именем растолковал так, что нам, говорит, в этом мире будет высокое положение, и в ахирате за нами, говорит, слово. И то, что ему принесли финики именно сорта человека, финики, которые назывались финики сына, который стал благим, он рассказал то, что наша религия благая. Вот так он для того, чтобы дать оптимизм своим сподвижникам. Также приходится при битве при Хайбер, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, достиг Хайбера ночью. А если он ночью достигал, он обычно не нападал, пока не наступит утро. Для того, чтобы узнать положение людей, возможно, они уже ислам приняли, и другие возможные последствия. И когда солнце поднялось, люди вышли со своими животными и вышли с топорами и с мотыгами. А топоры и мотыги — это обычно для разрушения чего-то. Топор, чтобы дерево рубить, разрушает дерево по-другому. Мотыга землю разрушает также и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидев их, сказал: Аллаху Акбар, был сломан Хайбар. Увидел, что люди в мотыгами вышли. Был сломан Хайбар. То есть растолковал это и дал оптимизм людям. То есть то, что они с мотыгами видели, значит, мы захватим эти земли. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда у него умерла жена, которая была причиной того, что ислам начал распространяться, у него иногда ученые сравнивают, кто благородней, Хадиджа или Аиша. Потому что по причине Хадиджи она была причиной того, что религия была укреплена в начале своего пути, и то, что она начала распространяться за ее деньги, за ее труды, за то, что она вкладывала в эту религию. А Аиша была причиной того, что религия сохранилась, потому что она является одной из тех, кто очень много привел хадисов. И когда умерла его жена Хадиджа, и в этот же год умер его дядя, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно опечалился. Потому что это были те люди, которые ему очень сильно помогали. И он не терял оптимизм все равно, и он решил найти помощь в жителей Таифа и отправился туда. Однако они отвергли его, закидали камнями, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался от них, и его ноги были покрыты кровью.
Однако он все равно не терял в себе оптимизм. Поэтому, когда пришел к нему Джибриль и сказал: давай я их уничтожу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, я надеюсь, что Аллах выведет из них тех, кто поклоняется Аллаху. Я надеюсь, то есть не терял никогда оптимизм. Однажды, сейчас найду. Хабаб говорит, передает, говорит, в Мекке, когда мы были очень много трудностей. Из нас тех, кого жгли огнем, из нас были те, кого посадили за решетку, из нас были тех, кого очень сильно мучили. И, однако, когда мы пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: до вас люди терпели еще хуже их мучили. Однако я надеюсь, что Аллах доведет это дело, эту религию до такого состояния, что всадник выйдет из Санаа, город Санаа, который находится в Йемене, и отправится в Хадрамаут, который находится в Шаме, и не будет никого бояться, ни разбойника, никого не будет бояться, кроме Аллаха. Или же волков за своих не будет бояться, кроме того, что волки могут напасть на его стадо. То есть давал вот такой оптимизм. То есть потерпите, и придет, что настанет время, когда будет вам легко. Потому что эта жизнь, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, она меняется все время. Не может быть оставаться на одном положении. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как решил переселиться в Медину и был с Абу Бакром на горе, в пещере, и Абу Бакр, когда достигли всадники этой горы, и Абу Бакр сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: о пророк, если кто-то из них посмотрит себе под ноги, то увидит нас. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: что ты думаешь, о Абу Бакр, о двоих, третьим для которых является Аллах. То есть все в руках Аллаха, не бойся, сказал. То есть дал ему оптимизм для того, чтобы не зашло в его сердце страха. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда добрался до Медины, он выбрал из всей Медины именно самое высокое положение, которое находится, желая вселить этим оптимизм себе и людям, то, что эта религия возьмет высокое положение. Также, когда была битва при Рве, когда более 10 тысяч мушриков собрались для того, чтобы сломить мусульман, а мусульман было около 3000, и мусульмане решили вырыть ров, его длина 5 километров была, ширина 4, глубина 3 метра. Рыли ров по Сальман аль-Фариси. Он сказал: у нас в Персии так защищают города рвом. И мусульмане решили вырыть ров. И когда, говорит, со всех сторон пришли многобожники, и сердца дошли, говорит, до глотки, то есть от страха, и они начали думать плохо, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в это время взял мотыгу и Аллаху Акбар сказал: мне были даны ключи Шама. Аллаху Акбар. Я, говорит, увидел Мадаин, город в Иордании. Аллаху Акбар. И, говорит, мне даны были ключи Йемена. И я вижу сейчас двери Санаа, города Санаа. То есть не бойтесь, все впереди, пройдет эти тяжести. В это время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда люди уже все от страха не знали, что делать, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместо того, чтобы говорить слова пессимизма, дал оптимизм им. И вот так должно быть в жизни мусульманина. Все время он искать должен оптимизм. Также Ади ибн Хатим пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться. И говорит, когда я сидел около него, то увидел, но люди начали около меня проходить.
А он был благородным человеком. Он сначала убежал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а потом пришел, желая ислама, и принял ислам. И он сидит, и приходит человек один и жалуется, что он бедный. Другой пришел и говорит: на меня напали разбойники. И вот так все говорит и говорит, говорит и говорит. И Ади начал сомневаться. Один приходит на это жалуется, другой приходит на это жалуется. Как он одержит победу? Как этот человек одержит победу? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понял это состояние и говорит: о Ади, ты видел город Хира? А город Хира, это, если арабский полуостров взять, это северо-восточный, самый край северо-восточной части это арабского полуострова. Ибн Ади говорит: я не знаю, говорит, но я не был там, сам не видел, но я слышал про нее, говорит, про этот город. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, и в это время этот город был город персов. И между ней, этим городом и Мединой были разбойники, известное племя разбойников, которое жило за счет того, что только грабили. То есть они ничем не занимались, кроме, даже торговлей не занимались, а занимались только грабежами. И пророк, саллаллаху алейхи, и этот человек знал про это. И он говорит: настанет время, говорит, если ты проживешь долго, ты увидишь, говорит, как женщина выйдет из этой хиры и придет в Мекку и будет делать таваф, не боясь никого. Не боясь никого. И тогда Ади сказал: айна диару тай, а где племя Тай в это время будет, которые разбойничают? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил, не отвечал на него, а ответил: ты знаешь Кисра ибн Хармас, Хасрой, царь персидский? И он говорит: да, знаю. Если, говорит, ты долго проживешь, то, говорит, вот его богатства, то его богатства будут наши, говорит. Его богатства наши будут. И говорит: если ты проживешь, ты увидишь человека с полными золота, с руками полного золота, то есть руками наполненными золота, и он будет искать человека, который бы взял бы у него это садака, и не найдет. И Ади потом рассказывает: да, я, говорит, все что... И это дало мне очень большую надежду, говорит, оптимизм. Потому что он видел, как многие бедняки приходят и жалуются пророку, и у него уже начал заходить пессимизм, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, понял это, и начал давать ему что? То, что вселит в его сердце оптимизм. И, говорит, я увидел, как женщина, которая таваф делает, и она была как раз из Хиры, говорит. И я, говорит, был из тех, кто захватил богатство Кисра, говорит. И если, говорит, вы проживете еще, то увидите то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, далее. Когда была битва при Хунейне, когда Малик ибн Ауф собрал очень много большое войско после захвата Мекки, одно племя решило выйти против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И что они сделали? И Малик ибн Ауф сказал: пускай выходите со всем своим богатством, со своими семьями, детьми, все выйдем. Чтобы у вас было, говорит, две вещи. Чтобы вы защитили себя и защитили семью. Чтобы не отступили в войне. Поэтому выходите со своими детьми, со своими богатствами. И когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достигло их настрой, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это богатство, которое будет завтра у мусульман. Иншаллах, это будет богатство, которое захватят завтра мусульмане. То есть они нам преподнесли, говорит. Они свой оптимизм, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, против них свой оптимизм. Также это было при сподвижниках. То есть сподвижники тем же путем шли. Когда Умару ибн Хаттабу из Куфы отправили письмо насчет одной битвы, которую они не решались начать, и Умар ибн Хаттаб спросил у того человека, который принес ему письмо: как тебя зовут? И тот говорит: Кариб ибн Зафар. Кариб, то есть близкий, а Зафар, звали его отца, это значит победа. И Умар ибн Хаттаб сказал: значит, победа близка.
значит, победа близка, сказал. То есть оптимизм в себе это вел. Значит, иншаллах, говорит, победа близка. Также Саад ибн Аби Ваккас, когда воевал с персами, был один полководец Яздаджир. И они очень грубо относились к мусульманам. И когда Саад ибн Аби Ваккас отправил к ним посланников, он сказал, если бы до меня не убивали бы посланников, я бы убил их. То есть, если бы не было принято между государствами, что посланник не разрешается его убивать, посол, то я бы убил всех этих посланников. То есть, до того у него была ненависть к мусульманам. И потом он пожелал унизить мусульман. И сказал, принесите мне или мешок, или что, с землей. И посадите эту землю, поставьте эту землю на самого благородного из посланников. Поставьте эту землю, то есть хотел так унизить. Вернешься ни с чем, с землей. И хотел так унизить мусульман, и начали спрашивать, кто из вас самый благородный. И стал Асим ибн Амр и сказал, я среди самый благородный, я являюсь предводителем их. И он взял эту землю на свою шею, сел на свое животное и поехал. И когда достиг Саада ибн Аби Ваккаса, сказал, радуйся, они нам дали свою землю. Они отдали нам свою землю. То есть оптимизм дал. Он хотел унизить, то есть часто так бывает, неверующие хотят унизить мусульман чем-то, но мусульмане должны в этом увидеть, что найти оптимизм. И вот этот тоже человек нашел оптимизм и сказал, они передали нам свою землю, сказал. Вместо того, чтобы быть униженным, нашел в этом оптимизм. И когда до Рустума, одной из великих полководцев у персов, дошло это, и то, что вот этот предводитель так сделал, и он сказал, вы отдали свою землю, без сомнений, говорит. Вы отдали свою землю. То есть вместо того, чтобы мусульманам вести пессимизм, они наоборот будут оптимисты. И мусульмане часто, когда воевали, кричали «Я Мансур». «Я Мансур», то есть называя этим предводителя, своего полководца. Говоря Мансур, то есть тот, кому дарована победа. И когда воевали, кричали это. Мансур, то есть наш полководец, тот, кому дарована победа, для того, чтобы вселить оптимизм во время этой битвы. Также Нуруддин был такой полководец в истории мусульман. И когда он чертил, то есть готовил стратегию для захвата Палестины, он приказал сделать минбар и позвать самых лучших плотников для этого минбара. И сказал, сделайте этот минбар, и на этом минбаре я, когда зайду в мечеть Акса, дам хутбу. То есть он еще не захватил, но уже для того, чтобы мусульманам был оптимизм, он начал перед ними, приказал сделать красивый очень минбар. Однако он не достиг своей цели, он умер, и прошло со времени создания минбара до того, как минбар зашел в мечеть Акса, 20 лет. И зашел кто? Саляхуддин. И Саляхуддин приказал привести этот минбар и дал хутбу на этом минбаре. И говорится, что когда Саляхуддин был маленький, мать его часто приводила к воротам, к границам Константинополя и говорила, вот ты тот, который зайдет в этот город, тот, кто захватит этот город. И когда он спрашивал, как, она говорила, при помощи Корана, при помощи власти, при помощи оружия и любви людей. И вот так воспитывала своего сына. То есть ты тот, который говорит это. И это она делала каждый раз перед утренним намазом. Перед утренним намазом выводила своего сына к воротам Константинополя и говорила, о Мухаммад,
ты откроешь эти ворота. И он маленький удивляется, как, говорит, я. И она говорит, с помощью Корана, с помощью власти и с помощью любви людей. И так произошло, и так и произошло. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда умер, Абу Бакр в это время не присутствовал, а был неподалеку от Медины. И когда до него дошло, он поспешил в Медину. И Умар ибн Хаттаб в это время поднялся на минбар и сказал, клянусь Аллахом, не умер посланник Аллаха, потому что в это время мунафики начали распространять вести для того, чтобы дух у мусульман упал. И мусульмане, чтобы разделились. И Умар ибн Хаттаб разозлил это, и он сказал, клянусь Аллахом, не умер посланник Аллаха. Однако Аллах Та'аля, если кто-то это скажет, то я отрублю ему руки и ноги, сказал. И Аллах поднял Мухаммада к себе, также поднял, как Иса. И в это время, как вот эта ситуация была ударом большим для мусульман, и у них очень печаль очень была сильная в сердцах. Однако Абу Бакр вернулся, пришел к телу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он был самым умным из этой уммы, самым знающим из этой уммы, и он сказал, «Тыбта хайян ва майитан», ты был благим, ты благой, как живой, так и мертвый, поцеловал и закрыл лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потом поднялся на минбар, восхвалил Аллаха и сказал, тот, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер. Тот, кто поклонялся Мухаммаду, то все, Мухаммад умер. А тот, кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умрет. И Аллах живой и не умрет. «Иннака маййтун ва иннахум маййтун». Ты умрешь, Аллах привел аят, и они умрут. И также прочитал, «Вама Мухаммадун илля расулин». И Мухаммад является только посланником, таким, как были посланники до него. И если он умрет или будет убитым, вы что, отвернетесь от той религии, с которой он пришел? А тот, кто, говорит, отвернется, тот никак не навредит Аллаху. А Аллах наградит тех, кто были, те, кто делали шукр. И когда люди услышали это, они как будто услышали этот аят в первый раз. То есть все время читали, слышали этот аят, но в этот раз им показалось, как будто это. И они начали кричать и плакать, и в это время очень мусульмане, наоборот, у них очень сильно дух поднялся. Когда они уже готовы были склониться, когда они уже были готовы все оставить, в это время из-за слов Абу Бакра, в особенности вот это, то, что Аллах живой и не умрет. То есть Он всегда с вами, дал это надежду, большую надежду мусульманам. И у них сразу поднялось это оптимизм. И поэтому в любой ситуации мы должны искать оптимизм. Семейная жизнь начинается со слов «барак Аллаху ляк» или «барак Аллаху лякум», и пускай Аллах даст вам баракат. И в этом мы должны искать оптимизм. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, если человек бедный и боится жениться, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Фанкихуль аяма минкум», и женитесь на женщинах, которые не замужем. Если вы будете бедными, то Аллах югнихимуллаху мин фадлих, Аллах даст из своей милости вам. То Аллах даст вам из своей милости. То есть не бойтесь этого. Если вы совершаете причины, если вы надеетесь на Аллаха, то не бойтесь бедности. И также смотрите аят талака. Когда талак происходит, это большой удар для супружеской пары. Большой ударом является для супружеской пары. Однако, если сура Талак прочитать, после того, как про талак Аллах Субхану Тааля говорит, он говорит, «Саяджа'алю Аллаху ба'да усри юсра». Не бойтесь, Аллах после трудности даст облегчение. То есть, смотрите, обычно же развод это трудно. Это то, что печаль вводит. Аллах Субхану Тааля говорит, что после того, как про талак сказал, «Саяджа'алю Аллаху ба'да усри юсра». И Аллах после трудности даст облегчение.
Надейтесь на это. Не печальтесь, не отчаивайтесь, не будьте пессимистами. Если они разойдутся, то Аллах каждого наделит своим риском. То есть не думает женщина, что риск это от ее мужа. Нет, Аллах Субхану Тааля даст другие пути, по причине которого придет ей ее риск. А мужчине найдет другую жену. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Вабтау индаллахи ризка» и ищите пропитание у Аллаха. «Ва'будуху» поклоняйтесь Ему. «Вашкуру лях» и будьте благодарны Ему. После того, как джумга заканчивается, Аллах Субхану Тааля говорит: расходитесь по земле и ищите милости Аллаха. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фамшу фи манакибиха» ходите по земле, то есть старайтесь, делайте сабаб, вакулю мир ризких и кушайте из того, что Аллах вас наделит. Указывая на то, что Аллах Субхану Тааля дает ризк, делай причиной только. И вот так очень много историй, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вселял именно оптимизм в сердцах людей, и поэтому мы тоже должны искать везде только хорошее, видеть хорошее, искать хорошее именно. Оптимизм, не поддаваться пессимизму. А вот как раз приметы — это одно из тех вещей, которые что делает человека пессимистичным. Человек не старается работать над собой, не видит своих ошибок, а только надеется на те вещи, которые никак не изменят его жизнь. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники и ученые после него именно старались во всем искать оптимизм, И даже самую трудную ситуацию переворачивали и делали ее оптимистичной. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я люблю вот это. Я люблю оптимизм. Я люблю хорошее предзнаменование. Я люблю видеть хорошее. Поэтому он, когда в сафар выходил, любил услышать наджах, имя. То есть, то, что имя наджах означает, что удача, удачно все будет, то есть все будет хорошо. Или рашид, вот такие красивые имена. И поэтому он спрашивал, когда человек приходил: как тебя зовут? Или когда заходил в город: как название этого города? Вот так, для того, чтобы искать оптимизм все время. За что зацепиться и дать своим сподвижникам, чтобы у них не зашло вот это пессимизм, и за пессимизмом ширк не зашел в сердце. И вот это одно из вещей, которые вводят в сердце пессимизм, это вот вера в вот эти приметы. Вера в приметы, ношение всяких колец, ношение всяких деревяшек, всяких амулетов. Это то, что делает человека слабым. Во-первых, Аллах его оставляет. Потому что если человек совершает ширк, Аллах его оставляет на эту вещь. А во-вторых, человек не работает над собой. Он только надеется на какие-то вещи, на гороскоп, на всякие палочки, железячки и на всякие вот эти приметы. И часто примета с человеком делает то, что он оставляет какое-то дело. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: примета — это когда оно тебя чему-то оставляет или к чему-то толкает. Если примета, ты увидел примету, и что-то зашло в сердце, то что-то зашло в сердце не должно быть тем, что заставит тебя оставить это дело. Потому что если это заставит тебя, это может быть перерасти в ширк. Поэтому, если такое зашло в сердце, вот бывает иногда, выходишь, бабушка говорит: не возвращайся домой. Если ты после того, как вышел из дома, опять вернешься за чем-нибудь, то несчастье будет. И ты такой: чуть-чуть решил не шагать, приостановился. Вот это является то, что имам Захаби сказал, вот это чувство, когда ты чуть-чуть посомневался, вот это является малым грехом. А вот если оно
ты не пойдешь из-за этого домой и не вернешься, то в этом случае это станет большим грехом. Это станет уже большим грехом. Поэтому бывает это такое в жизни, когда ты такие приметы, они что-то в сердце вводят, и ты как будто бы споткнулся, как будто бы посомневался, делать, не делать. И это является малым грехом. А вот если оно тебе сподвигнет к каким-то делам, тогда это уже большой грех. Тогда это уже большим грехом является. Поэтому давайте в жизни искать оптимизм и друг другу в сердца вселять оптимизм и надеяться, что помощь Аллаха Субханаху ва Тааля придет, и то, что милость Аллаха близко для нас. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу. الله أكبر الله